первых дней Нового года для швейной и текстильной отрасли в Кыргызстане заработали новые налоговые льготы. Они направлены на то, чтобы предпринимателям стало легче работать легально, а сама отрасль получила устойчивое развитие. Закон снижает не только налоговую нагрузку, но и упрощает процесс выхода бизнеса из тени. В прошлом времени, если за наемных работников, так же как и все, они уплачивали 10% подоходного налога от среднемесячной заработной платы, сейчас уже действует 1%. Вместо 10% 1%. Страховые взносы также на 60% снизились. Раньше, если количество наемных работников превышало 50 человек, только тогда они могли использовать такие облегченные ставки. А сейчас от минимальных количеств наемных работников они могут смело использовать пониженные тарифы. Швейная отрасль – это тысячи рабочих мест и стабильный доход для семей. В условиях высокой конкуренции и постоянных расходов именно налоговые и страховые послабления становятся тем самым фактором, который позволяет бизнесу не просто выживать, а развиваться. В этом году, значит, мораторий объявлен на все налоговые проверки. Мы с вами будем сотрудничать только в случае консультации, помощи вам о сдаче налоговых отчетов. Результаты нововведений уже ощущаются на местах. В Аше работают десятки швейных цехов, где предприниматели начали направлять сэкономленные средства на развитие производства, обновляют оборудование и улучшают условия труда для сотрудников. Мы работаем в этом здании в течение 6-7 месяцев. Если раньше мы по городу Ош оплачивали на одного сотрудника 3996 сомов, то с 2026 года, с 1 января, эта сумма снизилась до 1743 сомов, что значительно снижает нагрузку для предпринимателя, так и для работников, так как мы и у работников тоже удерживаем. Это также влияет на себестоимость продукции, что делает нашу продукцию более конкурентоспособной на рынке. Президент внес налоговые облегчения для нас, а мы, в свою очередь, улучшили условия для своих работников. Наш швейный цех светлый, теплый. Здесь есть столовая для сотрудников. Мы не работаем на экспорт, продаем продукцию на рынках внутри страны. Новый закон влияет и на качество изделий, а значит, и цены стали более доступными для покупателей. По мнению экспертов, если такая поддержка сохранится и дальше, то к 2030 году швейная и текстильная промышленность может стать одной из самых устойчивых и динамично развивающихся отраслей экономики Кыргызстана. Айтунук Мамытова, Уран Адешев, ЛТР, Ош.